Наш эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Российские программы теперь обязательны к предустановке на иностранных гаджетах. Нарушителям грозят значительные штрафы. Резиденты технопарка Якутия производят медицинские маски. Расскажем, как устроен цех изнутри. Мясо, молоко и другие продукты исчезли с прилавков буквально на глазах. В Ленске открылся фирменный магазин свежих продуктов. Штрафовать за отсутствие российского программного обеспечения на гаджетах начнут с 1 июля. Соответствующий закон принят Госдумой. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях вводят штрафы за отсутствие предустановленных российских программ на иностранных электронных устройствах. В случае выявленных нарушений должностные лица заплатят от 30 до 50 тысяч рублей, компании от 50 до 200 тысяч. Кабмин ранее утвердил перечень оборудования, на которое необходимо устанавливать ПО российского производства. Это смартфоны, планшеты, стационарные и портативные компьютеры, а также телевизоры с цифровым блоком управления. Вакцинацию от коронавируса предлагают включить в национальный календарь. Законопроект об этом будет внесен в Госдуму, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. В национальный календарь включена ежегодная вакцинация россиян от гриппа, а также обязательные прививки, например, от туберкулеза, коклюша, столбняка и других заболеваний. Мурашко также сообщил, что начинается плановая поставка в регионы вакцин, которые входят в национальный календарь. В Ростуризме назвали ожидаемые сроки возобновления международных туристических поездок. Это вторая половина текущего года. Об этом заявила руководитель ведомства Зарина Дагузова. Она напомнила, что с 1 января в России в полном объеме должна была действовать электронная виза для граждан 52 стран. Но работать этот механизм начнет после взаимного открытия границ. При этом, заметила Дагузова, полностью восстановить оборот российской туристической отрасли без иностранного турпотока будет тяжело. Особенно сложно придется таким столичным центрам, как Москва и Санкт-Петербург, для которых очень значим поток иностранных туристов. Резиденты технопарка Якутия, компания «Стандарт-14» запустила собственное производство медицинских масок в ноябре прошлого года. Собственный цех, специальное оборудование, а также пара десятков ловких рук. Это история о том, как помочь региону и одновременно с этим заработать денег. Как устроен цех изнутри, узнала Ульяна Шагина. Производство масок начинается с закладки рулонов с тканью. Синяя ткань – это внешняя часть маски. Она гипоаллергенна и антибактериальна. Сшивается с внутренней и внешней стороны маски. В середину закладывается другая ткань, фильтрующая вирусы. Далее машина создает на маске складки и приваривает носовые проволоки, чтобы мы могли подогнать ее под размер своего носа. После закладки фиксатора для носа машина припаивает маску, а также подрезает под стандартный размер. Далее уже начинается ручной труд. Здесь у нас работает Айсен. Айсен, добрый день. Здравствуйте, Ульяна. Вот расскажите, что вы тут делаете? После заготовки готовых масок мы здесь складываем в специальные ячейки готовые маски. И тут припаиваются ушные петли. И там уже упаковывается и идет на продажу. Полуавтоматическая линия производства в минуту выводит 34 готовых изделия. В сутки при помощи всех 4 машин получается изготовить до 25 тысяч штук масок. Компания уверена, что этого хватает, чтобы закрыть суточную потребность региона. Конкуренты по республике, которые производят, нет. Тканевые маски и еще защитные маски, вот китайские маски, именно потому что они не отвечают стандартам. Кроме полуавтоматической линии производства, чтобы увеличить объемы, компания приобрела автоматическую и ручную станки. Автомат, как и полагается, делает всю работу за человека. Если для полуавтоматической машины обязательно помощь человека, то для автомата помощь практически не нужна. Также она производит в 1,5 раза больше медицинских масок, чем полуавтомат. А помощь человека заключается только в том, чтобы вылавливать уже готовое медицинское изделие и аккуратно складировать по 25 штук, а также отсеивать бракованные изделия. В
Цех появился в ноябре прошлого года, когда регион, да и вся страна испытывала острую нехватку одноразовых медицинских масок. Тогда резиденты технопарка Якутия, недолго думая, завоевали в республике никем не занятую нишу и начали свой бизнес. До сих пор в регионе у них не появилось прямых конкурентов. Вместе с тем компания растет и развивается. В ближайших планах экспорт готового изделия. Да, мы готовы дальше работать и обеспечивать республики, и хотим выйти на Дальний Восток. За это время компания смогла обзавестись постоянными клиентами. Среди них и крупные медицинские организации. Мир давно привык к маскам. Многие чувствуют себя некомфортно без них. И пока есть спрос у населения, компания планирует и дальше развивать своевременно начатый бизнес. Ульяна Шагина, Григорий Хлопков, Якутск. Обратиться за детской выплатой в 5000 рублей можно до конца марта, сообщили в Пенсионном фонде. В ведомстве напомнили, что она полагается семьям, которые воспитывают детей до 8 лет и предоставляется единовременно, начиная с декабря прошлого года по указу президента. Большинству семей деньги пришли автоматически. Заявление требуется только от граждан, не получавших выплаты по коронавирусу летом прошлого года. Оставить заявление на финансовую помощь можно на портале госуслуг или принести в любую клиентскую службу Пенсионного фонда, независимо от места жительства. Рособорнадзор планирует ограничить количество контрольных работ и других проверок в школах. Об этом сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев. В настоящее время идет дискуссия с субъектами. Перечень контрольных работ и замеров должен быть приведен в порядок, ограничен в количестве. У ребят должно быть время на обучение, заявил Анзор Музаев. Руководитель Рособорнадзора рассказал, что ведомство планирует перевести всероссийские проверочные работы на компьютеры. Это позволит сократить время на проведение ВПР с 2 уроков до 1. Правительство изменит формулу расчета цен на бензин с 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. Корректировка механизма потребовалась из-за изменения макроэкономических условий и роста нефтяных цен. В настоящее время Минфин России готовит соответствующий проект закона. За 3 последних месяца стоимость бензина на бирже выросла более чем на 20%, а с начала года почти на 12,5%. Разница в стоимости тонны бензина АИ-92 в России и ее экспортной цены с декабря увеличилась в 6 раз. Систему 112 продолжают внедрять на территории Якутии. Пожарные, скорая, полиция, антитеррор, газовики и ЕДДС доступны по единому номеру уже в 50 населенных пунктах, 34 муниципальных районах и 2 городских округах. Полина Долинская продолжит тему. Что произошло? Назовите адрес. Многие из нас не раз видели в зарубежных фильмах, как человек, попавший в беду, обращается за помощью на единый номер службы спасения 911, где ему оперативно отвечают профессионалы, и на место происшествия выезжает необходимая служба. Такая практика в нашей стране появилась сравнительно недавно, а на территории нашей республики и вовсе заработала только в 2019 году. Но за этот небольшой срок она показала себя с лучшей стороны. Изначально работа была организована на территории городского округа город Якутск и поселок Жатай. За 2019 год мы организовали и развили службу на территории всей республики Саха-Якутия. Кроме того, мы провели огромную работу в 2020 году. На сегодняшний день комплексы системы функционируют в 50 населенных пунктах, 34 муниципальных районах и 2 городских округах. К единой системе подключены все экстренные оперативные службы. Пожарные части, станции скорой медицинской помощи, отделы полиции, службы газа, службы антитеррор и единые дежурно-диспетчерские службы городских округов. С недавнего времени по решению главы республики единая система взаимодействия экстренных служб 112 интегрируется с цифровой платформой OneClick. Это позволяет одновременно получать информацию о том или ином происшествии. И, соответственно, скорость реагирования на ту или иную экстренную ситуацию, она кратно возросла, что, конечно, в конечном итоге влияет на спасенные жизни. Плюс мы провели по поручению главы Республики Саха-Якутия Алексея Сергеевича интеграцию с порталом OneClick. То есть обращение на портал OneClick можно теперь делать и через систему 112.
Главные преимущества единого номера диспетчерской службы – это круглосуточная работа, возможность соединения с оператором в течение 3 секунд после осуществления набора номера, а также, что немаловажно, дозвониться можно как при нулевом, так и при отрицательном балансе и даже при отсутствии сим-карты на телефоне. Операторы работают хорошо. Мы слаженно работаем с другими службами экстренными. Где-то они к нам обращаются, что-то мы у них спрашиваем. То есть ситуаций много, но реагирование идет сразу. То есть мы назначаем необходимые службы, контролируем, как реагируют службы, которые должны выехать по данному вызову. Ну и, соответственно, ведется контроль не только по городу Якутску, но и по всей республике. За сутки в единую службу поступает от 1500 до 2000 звонков. К сожалению, 50% из них ложные и осуществлены по случайности детьми. Диспетчеры настоятельно рекомендуют родителям провести воспитательную беседу со своими чадами и объяснить им, в какой именно ситуации стоит обратиться к специалисту. Ведь иногда звонок по детской шалости может стоить жизни тому, кому помощь действительно необходима. Полина Долинская, Григорий Охлопков, Якутск. В Ленске открылась фирменная точка магазина «Батамайский». Она стала второй в городе. Здесь реализуются товары местного производства. В день открытия прилавки магазина были заполнены. Более 200 килограммов мяса свежего забоя было доступно для покупателей. Представлена широким ассортиментом и молочная продукция. Очередь образовалась задолго до открытия магазина, которое было намечено на полдень. Продукция разошлась буквально на глазах. Мясо пользовалось особым спросом, а молочные продукты перед покупкой предлагали продегустировать. Свежая продукция местного производства, без консервантов, самое главное. Вкусно. Мы любим все продукты, и сметану, и творожок, и кефир. Ну, все, что предлагают, все нравится. Мясо уже пробовали? Вот мяса еще нет. Хочу пойти. Там большая очередь. Приятная новость для любителей якутского вокала. Стартовала продажа билетов на концерты эстрадного конкурса «Той Хаям». Участие в отборе к конкурсу принимали 150 артистов из разных уголков республики, и только 30 из них смогли дойти до финала. Билеты на все 3 концерта в открытой продаже. Финал конкурса состоится уже совсем скоро, 20 марта, в Доме культуры села Орлах. Напомним, конкурс якутской песни «Той Хая» в этом году проходит в 29-й раз. Победителю вокального состязания достанется 200 тысяч рублей. Билеты на эти мероприятия можно будет приобрести через мобильное приложение «Единая карта клиента КСК» или в кассах ДК «Алмаз» и «Той Хая». К этому часу это все новости. Берегите себя, не забывайте носить маску, обрабатывать руки, соблюдать безопасную дистанцию. Увидимся чуть позже.